Апснепресс это? Это мой второй дом. Самый лучший коллектив. Единственный коллектив. Это вторая жизнь. Постоянный поток новостей. Это любовь. Дом с бонусом. Это большая семья. Большая семья Апснепресс отмечает свой 30-летний юбилей. Поздравления льются, как из рога изобилия. От бесконечного потока гостей нет отбоя. Желающих поздравить сотрудников информационного агентства много, от первых лиц государства, министров, коллег-журналистов до кандидатов в президенты. Теплые слова от лица народных избранников с утра прозвучали от спикера парламента Лаша Ашуба. Спасибо. Мы искренне вас поздравляем с сегодняшней знаменательной датой. Благодарим вас за многолетний труд, профессионализм, за то, что вы делаете абсолютно профессионально. Все, что вы делаете, абсолютно соответствует времени и современным тенденциям. Несмотря на большой праздник и суету, отдыхать некогда. Сегодня нужно работать. Лента информационного агентства должна оперативно обновляться, выдавать новости. Успеть принять поздравления и выехать на съемки. Сейчас главная задача. В планах принять участие в прямом эфире на ГТРК, взять интервью у первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, который прибыл в Абхазию. Кстати, статьи из беседы с Сергеем Владиленовичем хранятся в первых выпусках Апснепресса 1995 года. Тогда он впервые посетил республику после Отечественной войны народа Абхазии. В общем, день полон событий. Я даже не помню ни одного дня рождения, чтобы это было спокойно. Мы сели за стол, там подняли тосты, поздравили друг друга. Ну и сегодня очень важные события происходят. Ну, во-первых, выборная кампания. Вечером мы готовимся к прямому эфиру, который будет у вас на телевидении. Вот у нас тут высокопоставленные гости. Сейчас здесь находятся, их принимают представители властных структур. Поэтому все это требует освещения. И несмотря на юбилей, несмотря на праздник, мы, конечно, работаем и будем стараться выбирать какое-то время для того, чтобы все это писать. Ровно 30 лет назад, 31 января 1995 года, указом президента Абхазии Владислава Ардзенба было создано Государственное информационное агентство Апснепресс для освещения событий, происходящих в республике и за ее пределами. Кадровый костяк новой структуры составляли сотрудники ликвидированного в то же время Министерства информации и печати. Доносить информацию за пределы Абхазии и прорвать информационную блокаду в послевоенное время была главной задачей Апснепресс. Это время, когда не было интернета, не было там мобильных телефонов, у нас не было своего печатного издания. Мы просто собирали выпуски в бумажном варианте. Вот вы видите один из томов 99-го года, правда, но таких томов у нас начиная с 95-го года все они есть. Но задача была такая, понятно, это послевоенная стадия, и главная задача была, насколько возможно, используя все каналы, доносить информацию об Абхазии за ее пределы. То есть акцент наш был в первую очередь на этом. Это не означает, что мы не работали на внутренний информационный рынок. Нет, конечно, наши выпуски мы направляли в газеты, на телевидение. Но в первую очередь самое главное было, чтобы правда об Абхазии доходила до широкой аудитории вне Абхазии. Кроме того, мы очень много работали со всеми иностранными журналистами, которые приезжали сюда, мы их аккредитовывали, давали им интервью, помогали им с организацией этих интервью. Из информационного агентства Апснепресс вышла целая плеяда журналистов, которые сегодня профессионально освещают события в стране и за ее пределами. Здесь выросло и новое поколение. Старшие коллеги учат молодых корреспондентов достоверности, открытости и оперативности. Эти задачи не меняются со дня основания агентства. На самом деле, по своему образованию я филолог. На филологическом факультете нас всегда учили ценить слово. Но здесь я поняла, что каждое слово должно иметь свое место. Здесь нас учат оперативности. Под руководством такого чудесного и дружного коллектива я каждый день сталкиваюсь с чем-то новым. Это безумно интересно, и я очень рада, что я попала сюда. Я работаю в Апснепресс 8-й год, и за это время эта организация стала мне второй семьей. Действительно, тут я пережила и какие-то печальные эмоции, какие-то положительные, и все это я разделила вместе с этими людьми. И просто поток новостей. Я люблю, когда нет времени, когда тебе надо успеть все на свете, когда тебе нужно побежать, отснять, написать. Этот режим — это именно то, к чему я, наверное, стремилась все 4 года обучения в Москве и 8 лет работы здесь.
Первым руководителем информационного агентства стал Беслан Гурджо. Он был на этой должности до 1998 года. Затем его сменил Руслан Хашик, который проработал до 2003 года. Манана Гургулия руководила Апснепресс с 2003 по 2014 годы, а с 2014 по 2020 директором была Рената Чагава. С 2020 по сей день главным редактором снова является Манана Гургулия. 21 октября 2021 года редакции газет «Апсны», «Республика Абхазия» и информационного агентства «Апснепресс» вошли в состав созданного республиканского государственного учреждения «Апснемедиа». Генеральным директором стал Роберт Джопо, у которого было видение того, как должны развиваться все три редакции в рамках одного медиахолдинга. «Апснепресс» – это локомотив, который тянет информационное поле вперед, отмечает Роберт Джопо. Возможно, есть какие-то недочеты, об этом, наверное, больше скажут читатели наши зрители, потому что у нас есть и, хоть и не в таком большом количестве, видеоконтент, поэтому это уже им видней, и нам, конечно же, мы всегда слышим обратную связь, у нас есть всегда обратная связь, мы всегда реагируем. Конечно, сталкиваются в информационном агентстве, как и в любом другом коллективе, со сложностями. Среди них нехватка кадров, технического оснащения, невысокая заработная плата. Кадровый вопрос. У нас в Апснемедиа, то есть свободные штатные единицы. Я об этом, кстати говоря, наверное, говорю при каждой встрече с коллегами, в каждом интервью о том, что есть кадровые проблемы, к сожалению. Приходит к нам, кто-то не задерживается в силу того, что сравнительно небольшие заработные платы. А кто-то не задерживает в силу того, что журналистика предполагает полную занятость. Сегодня новости информационного агентства о событиях в стране можно прочитать на официальном сайте Апснепресс и в телеграм-канале. За долгие годы Апснепресс для многих журналистов стал вторым домом, организацией, наполненной теплыми воспоминаниями. Апснепресс – это дружная семья, это профессиональная работа, это объективность и оперативность информации. Коллектив Абхазской государственной телерадиокомпании присоединяется к поздравлениям и желает коллегам хороших новостей. Гугуца Варданя, Нарсул Цулукия, Абхазское телевидение.